В последнее время в мире наблюдается усиление конфликта между Израилем и Палестиной, что приводит к гуманитарным катастрофам и несчастным случаям. Около нескольких сотен тысяч людей остаются без жилья, медицинской помощи и основных продуктов питания. В связи с этим в Ингушетии была организована акция по оказанию гуманитарной помощи жителям Палестины. На развернутом лагере, где собирается гуманитарная помощь для пострадавших в Газе. Мак, расскажи вообще, как происходит процесс, как давно ты здесь и откуда в основном поступает гуманитарная помощь, которую вы так усердно, как я сейчас вижу, собираете, пакуете, вот, и для того, чтобы отправить это все жителям пострадавших в бомбардировке в Газе. Дядя Халши. Здесь я с первого дня, то есть я присоединилась в первый день как волонтер и уже осталась здесь. Уже каждый день мы приходим с утра, собираем как продукты питания, так и средства личной гигиены. Также, получается, очень много наших жителей помогает нам, то есть кто-то привозит продукты, кто-то привозит детское питание. Также мы отправлялись в магазины для того, чтобы все закупить. Наши братья и сестры с нашей республики помогали нам, то есть что-то просто давали от себя делать щиду. То есть вот мы все здесь собрались, и все упаковываем все, расфасовываем, также отправляем нашим братьям и сестрам такие напоминания, то есть письма, чтобы их как-то хоть поддержать. Ингушетия традиционно славится своим духом солидарности и способностью помогать нуждающимся. У нас уже более 3000 продуктовых наборов собрано и еще сейчас в процессе фасовки. Акция по оказанию гуманитарной помощи жителям Палестины также направлена на привлечение внимания общественности и международного сообщества к проблемам, с которыми сталкиваются жители Палестины. Организаторами этой акции являются два благотворительных фонда. Это фонд «Клуб добрых людей» и фонд «Тешим». Инициатива изначально исходила от главы нашей республики, и пункты открылись во всех населенных пунктах, и затем помощь будет централизована, направлена бортами МЧС. МЧС уже перевозит в Египет. Этот груз будет передаваться Международному Красному полумесяцу египетскому, и Международный Красный полумесяц уже будет переправлять через КПП «Рафах» уже непосредственно в Газу, и там уже местная организация будет заниматься распределением. Активисты, благотворительные организации и общественные лидеры объединились, чтобы помочь и поддержать пострадавших от конфликтов в Палестине. Здесь есть в качестве волонтеров люди и представители других конфессий, да, других вероисповеданий. Как они выходят на вас? Да, они просто видят информацию в социальных сетях, пишут, спрашивают. У организаторов, я же говорю, телефоны разрываются, все просто хотят действительно принять посильное участие. И что отрадно, это начиная с малых лет, да, родители приводят своих детей, чтобы они тоже увидели это, поучаствовали. Дети с таким интересом, они спрашивают, со школ к нам приходили, несколько школ, дети собирали деньги, они привезли свои деньги, пожертвовали, оставили рисунки, попросили обязательно положить их в коробочки. Я с компанией «Этажи», мы сегодня всем коллективом сюда приехали. Помимо того, что помогли финансово, мы еще решили присутствовать сегодня в данной акции и принять, то есть, наше участие в этом богоугодном деле и оказать помощь, которую мы можем сегодня. И призываем всех, кто сможет приехать сюда, прийти и помочь в данной акции. Вот сегодня мужчина пришел, 1 020 000, он, конечно же, пожелал остаться неизвестным, и таких людей много. Приходят взрослые люди со своими детьми, вот дети приносят копилки, это не первая копилка уже, кто-то копил на квадроцикл, кто-то на что-то другое. Был мужчина, который копил на Умру, 300 000 он принес и тоже закинул. И вот как раз примечательно, что люди стараются закидывать, чтобы не видно было, сколько они пожертвовали. Мы просто понимаем, да, что это большие суммы. Вот только за вчерашний день, только в этом ящике было почти 1 600 000.